Любили ли вы так сильно, что могли бы убить? Все-таки сейчас не 2022, а 2019, который нас слишком долго задержался, по крайней мере в моей жизни, да и в мире кино, можно и так сказать. Глядя на то, как один за другим в прошлом, да и в этом году выходят фильмы, которые должны были выйти в прокат еще 3 года назад. Как вы знаете, «Смерть на Ниле» — это экранизация одноименного детективного романа Агаты Кристи. А его история — это продолжение убийства в Восточном экспрессе 2017 года, где, несмотря на крутой набор из звездных и знакомых лиц, довольно вольную трактовку, да и в целом не сильно удачную экранизацию, а также относительно небольшое количество положительных отзывов и довольно низкую оценку, фильму все-таки удалось собрать какую-то невообразимую приличную кассу при бюджете в $50 миллионов и окупиться с лихвой, что и подстегнуло студию снять продолжение под названием «Смерть на Ниле». Выделив под это средств почти в 2 раза больше предыдущего, и получил он $90 миллионов. Кино должно было выйти в свет в 2019, но споткнулось о целых 3 препятствия. Первое из которых стал скандал, связанный с одним из задействованных актеров внутри. Это с Арми Хаммером. Все случилось с публикацией в СМИ его личной переписки с одной из девушек, которую он кадрил, где говорил о том, что он готов выпить ее кровь и на 100% является каннибалом. После на него посыпались обвинения от его 5 бывших девушек, которые также признались в каких-то каннибальских наклонностях актера, а также в жестоком обращении и применении силы к ним. После всей этой информации, вылитой в общий доступ, актера отменили, повыкидывали из будущих кинопроектов, а также отменили съемки в действовавших на тот момент, и даже студия Disney подумывала о том, чтобы полностью переснять «Смерть на Ниле», но уже заменить актера, да, каким-нибудь другим. Это стало первым фактором для переноса. Что любопытно, насколько мне помнится, на момент выхода «Убийства в Восточном экспрессе» актер Джонни Депп, участвовавший в нем, также находился на стадии скандала со своей бывшей женой, что кажется каким-то безумным и печальным совпадением. Вторым фактором для переноса фильма «Смерть на Ниле» стал выход картины «Достать ножи», который не брал в основу никаких романов Агаты Кристи, но до одурения на них похож. Также с жирным кастом, который еле помещался на обложке, конечно же, произвел фурор, и рискнул бы Дисней выпустить свой фильм тогда, против него это стало бы самоубийство. А третья причина — это всем и каждому известная, по которой не только кино, а вообще все в мире переносилось, откладывалось или отменялось. Это эпидемиологическая ситуация. Пустующие и закрывающиеся кинотеатры и так далее. И вот, подождав, пока прокат злосчастной картины «Достать ножи» пройдет, а скандал вокруг одной персоны из фильма поутихнет, залы начнут пополняться поплотнее, да и вроде как серьезных конкурентов не предвидится, можно выпускать. И вот с 10 февраля в мировом прокате «Смерть на Ниле» можно оценить. И говоря о новой и относительно свежей экранизации, хочется затронуть и сравнить ее с экранизацией 1978 года. Конечно, «Смерть на Ниле» 1978 для нас, людей избалованных и по большому счету привыкших уже к другому кино и качестве картинки, будет смотреться сложно. Картина 1978 года в силу своей старины слаба по многим параметрам. Я имею в виду такие, как в техническом плане, качество съемки, монтажа, каких-либо эффектов, даже поведение некоторых героев иногда смущает, смешит, и некоторые вещи очень наивны. Но чем действительно можно насладиться в этом фильме почти полувековой давности, так это диалогами. Отдыхаете, каетесь. Я наблюдаю упадок и разложение капиталистического мира. О, неужели? Ну, у вас обильный материал для наблюдений. Я предостерегаю вас, мадемуазель. Не впускайте зла в свое сердце. Оно поселится там навсегда. Диалоги в нем хороши, что для нашего времени большая редкость, и я не могу понять, какой из двух факторов является основным в этой проблематичной и очень важной во многих жанрах области. Два варианта, которые приходят мне на ум. Первый — это диалоги делают простыми умышленно, дабы охватить наибольшее количество зрителей, из чего вытекает вывод, что создатели пустых по содержанию картин считают людей идиотами. В любом случае, не все фильмы в прокате проваливаются, а значит, доля правды в этом все-таки есть. Либо же второй вариант — это то, что никакого специального плана делать глупые диалоги по умолчанию нет, а просто львиная доля сценаристов действительно недалекие и выдают свой максимум. И казалось бы, с течением времени и ростом фильмов в большом количестве, то и, следовательно, хорошего кино должно становиться больше. Я не говорю о процентном соотношении хороших картин.
ко всем остальным, выпущенным за год, а в количестве штук. Если, к примеру, за 99 год можно набрать достойных фильмов, ну, полсотни точно наберется, вряд ли такое получится повторить с фильмами, например, 2019 года выпуска. Если не с большими скидками, натяжками, и то я не уверен, что получится. Хотя прошло 20 лет, и фильмов выпустили в 2019, наверное, в 20 или в 30 раз больше, чем в 99. Помимо интересных диалогов «Смерти на Ниле» 78 года, там очень классный месье Эркюль Пуаро, которого вечно называют французом, на что он вечно готов поправлять и отвечать, что он не француз, а бельгиец. Мерзкий французишка, подлый интриган. Бельгиец, я не француз. А также чувство юмора и шутки Пуаро, который иногда даже уходит в чернуху. Омерзительная особа. Отчего ее никто не прикончит? Ну, может быть, у читателей когда-нибудь лопнет терпение, они подошлют к ней убийцу. Там что-то выловили. Вот единственное, в чем я уверен, что эта рыба в смерти мадам Дойль не повинна. Вот этими тремя вещами можно насладиться, глядя на «Смерть на Ниле» 1978 года. Это юмор, диалоги и то, как изобразили лучшего детектива на свете. И что немаловажно, в картине 1978 года проходит примерно час, когда совершается убийство и начинается расследование и поиск того, кто его совершил. Причем под подозрение подпадает каждый, кто плывет на пароходе «Карнак», и мотивы взяты не на пустом месте из воздуха или просто потому, что они находятся все вместе в одном плавании, а потому что у каждого из подозреваемых есть веская причина для этого. А теперь давайте вернемся в наши дни и рассмотрим «Смерть на Ниле» 2022 года. Сюжет нового фильма перекликается как и с ранее упомянутой, более старой экранизацией, так и с книгой, но создатели, конечно же, не стесняются пускаться в отсебятину и позволять себе вольности интерпретации. Да что уж там, они добавляют что-то новое или отсекают что-либо еще. Это же и касается изображения персонажей и их характера. Что в принципе происходит с самого начала, где зрителей знакомят с оригинальной придуманной историей, происходящей во время Первой мировой войны. История того, как у Эркюля Пуаро появились его пышные, красивые, ухоженные усы и вообще зачем он их носит. Начало дико серьезное, то есть Первая мировая война, солдаты в окопах, приходят поручения от руководства свыше атаковать мост, и вдруг вмешивается рядовой, ну или какой-то, кем он там был по званию, в общем, солдат с фамилией Пуаро, обращается к капитану, что должны атаковать прямо сейчас, так как он, наблюдая за птицами, обнаружил, что они появляются ровно за 7-8 минут до ветра, что им поможет в бою. Мы знаем историю Двуликого, мы знаем историю Джокера, над которым издевался папаша, или он облизывал Гоголь-Моголь с миксера и случайно включил его, в общем, неважно. И глядя на начало «Смерть на Ниле», где часть бюджета была потрачена на эту сцену, актеров, массовку и спецэффекты, чтобы она закончилась достаточно глупо и жестоко. И все это ради того, чтобы рассказать историю о том, почему же Пуаро носит усы. Ладно. Кстати, он как Двуликий долго лежал, где видно было одну часть лица, да, а потом повернулся и... «Как ты собралась любить это лицо? Отрасти усы!» И сцена заканчивается. Ну, так, нелепо. Потом нас просто перебрасывают в 1930-й, показывают танцы в клубе, ну, я бы сказал, ничем не уступающие современным. Несмотря на костюмы и играющие старые мотивы музыкальные, не получается погрузиться в эту сцену, поверить, что это происходит 100 лет назад. Не было создано нужной атмосферы. Сцена в клубе была нужна для того, чтобы показать знакомство Линет в исполнении Галь Гадот и персонажа Арми Хаммера, который из всех единственный чем-то похож на актера из 1978 года, в отличие от остального актерского состава. Это не обязательно должно было, чтобы все были похожи. Его персонаж без гроша в кармане и безработный, а Галь Гадот завидная богачка, которая, по всей видимости, никогда не видела мужчин, сразу же увидела его, влюбилась в этого бомжа. Хотя минуту назад ее подруга сказала, что они обручены, и все это сидел и наблюдал Эркюль Пуаро, который пришел в ночной клуб, чтобы посмаковать маффины. И вот после клуба, наконец-то, мы оказываемся в Египте у пирамид, а потом и вовсе на пароходе Карнак, который будет рассекать Нил. Тенденция того, что на экране не ощущается 1930-е, сохраняется, и тут дело не в графике, которые что-то пытались замаскировать, а что-то создать с нуля, а само поведение персонажей. Сами персонажи, в частности, друг Пуаро, который безустанно скачет, веселится и носится в вечном энтузиазме, вообще творит довольно какую-то неправдоподобную херню. Вещи, если его выдернуть оттуда и поместить в наше время,
он и тут бы показался довольно странным. Да и все происходящее вокруг не справляется со своей задачей, но от начала и до конца фильм упорно старается старой музыкой на фоне убедить вас и меня в обратном, что нет-нет-нет, это все происходит 100 лет назад. Верь в это. Конечно же, сложно не сказать касательно главного детектива Эркюля Пуаро, единственный, которого снимают с очень крупных ракурсов и близкого расстояния. Возможно, это из-за его пышных, шикарных усов, или, возможно, это как-то связано с тем, что актер, играющий его, по совместительству является режиссером фильма «Смерть на Ниле», а также его продюсером и ответственным, понятное дело, если он режиссер, он ответственен за съемочный процесс, просто занимался самолюбованием как в кадре, так и после на экране. Но, скорее всего, я не прав, это все было сделано для того, чтобы подчеркнуть его актерскую игру и уловить тончайшие мимические движения на лице. Также самого Пуаро превратили в какого-то звездострадальца. При любом удобном и неудобном случае он пускается в слезы и сопли, вспоминая свою любовь, а также не упускает шанса подкатывать яйца к одной из музыканток, да и сам он выглядит при этом размазнёй, очень какой-то застенчивый, стеснительный. Куда делась его уверенность, где его чувство юмора, я не знаю, спокойствие? И есть еще вопрос к локализаторам. Почему только Пуаро в русской озвучке разговаривает криво, помимо остальных персонажей, когда там у всех акценты, абсолютно. Кроме, наверное, опять того же злосчастного Арми Хаммера, точнее, у него есть акцент, у него американский акцент. Но там есть и негритянские акценты, французские, британские, индийские и так далее. Почему такой акцент был сделан только на Пуаро в русской локализации, загадка. Это только, ну не знаю, портит восприятие на слух, как по мне, и ничего бы трагичного не произошло, если бы его переводили простым голосом, без попыток там подражать, пытаться подражать и кривлять. Глядя на бюджет, он по большому счету раздут из-за гонораров приглашенных звезд. Также непонятно, включены ли туда расходы на рекламу или нет. Поэтому там нет ничего грандиозного, что нужно смотреть на огромном километровом экране. Опираясь на увиденное, я не рекомендую смотреть этот фильм в кино. Не стоит тратить время на поход в кинотеатр и тем более тратить деньги на билет. Особенно учитывая на ту концовку, которую показали. Максимум, что могу посоветовать, так это посмотреть этот фильм дома в шумной компании, где по большому счету «Смерть на Ниле» будет в качестве шума на фоне. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь в комментариях впечатления о новом фильме «Смерть на Ниле». Можете также поделиться мнением о старых экранизациях, да и о романе Агаты Кристи в целом. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.